Все. Садык, пожалуйста. Я хотел бы сказать о том, что митинг 18 мая, чрезвычайное общенародное собрание 18 мая, несколько в другом виде интерпретировало те наши требования ветеранов национального движения к украинскому государству. И на этом митинге было сказано, что Народный фронт, Крымско-Татарский народный фронт, создан для оказания содействия Украине в решении наших вопросов. Фактически Крымско-Татарский народный фронт был создан, так было заявлено при создании, в поддержку требований ветеранов национального движения о незамедлительном принятии до 18 мая закона о восстановлении прав оккупированного крымско-татарского народа. Вот. Значит, там ушли мы на митинге 18 мая, и я надеялся, что за эти 5 месяцев, сколько там прошло с момента того собрания, мы где-то сделаем выводы и придем к тому, что 18 октября уже более серьезно, более сильно заявим о наших правах, о наших требованиях. Но я сегодня услышал, что мы достойно хотим провести это собрание, начать, закончить, и что это праздник. Ну, я не хотел участвовать в празднике, честно скажу. Я не хочу. Потому что у нас идет борьба, результатов мы пока не видим этой борьбы. А что праздновать? Что мы 18 октября будем праздновать, я не понял. Поэтому я думаю, что я больше склоняюсь к тому предложению, что сделал Эльвира Умеров, потому что мы уже должны, тем более, что накануне выборов 28-го здесь в Украине будет присутствовать большое количество международных наблюдателей, и я думаю, то предложение Эльвира Умерова имеет именно то значение, может придать нашему собранию, над чем мы работаем вот многие годы, что наши проблемы еще более осветить его, что проблемы не решаются, потому что мы знаем, вот ты сказал про Ибраима Мамутова, да, какие он там отписки делает. Точно такие же отписки делает и Меджлис, например, при встрече с представителями европейских там различных комиссий и прочих. Вот, поэтому я думаю, что открыть истинное положение проблем крымско-татарского народа 18 октября у нас есть вся возможность, тем более приложено столько усилий, чтобы собрать как можно больше людей, поэтому я не хочу превращать это в праздник, я хочу, чтобы это было еще одним этапом нашей борьбы. Какие вот мнения, пожалуйста, высказывайте. Если можно, я. У меня есть мнение, ваше предложение очень хорошее. Вот мы делали переписку с органами государственной власти Украины. Мы имеем положительные ответы от соответствующих министерств, ведомств и отдельных депутатов. И в основном докладе на этом митинге нужно указать вот этот положительный момент и сказать, что несмотря вот на это, органы государства, хотя мы имеем положительный ответ, органы государственной власти не реагируют. И наша борьба Народного фронта будет продолжена до тех пор, пока теперь не принято. Предложение, наверное. Пожалуйста. Ну, я скажу. Я был одним из участников по подготовке 18 мая. Я был участником голодовки 15 мая, когда нам запретили проведение 18 мая. И я хочу сказать, что те требования, которые были выставлены 18 мая, главное требование Крымско-Татарского народного фронта о принятии Украины закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа будут звучать и на собрании 18 октября. Но есть два подхода к постановке проблемы и к решению этих проблем. Если у вас есть два соседа, один сосед приходит к вам на помощь, помогает копать огород, подвязывает помидоры, разговаривает с вами, ходит к вам в гости. И есть другой сосед, который марает ваши ворота, который бросает камнями в вашу собаку, который перебрасывает через ваш забор мусор в ваш двор.
когда у того соседа и у этого соседа возникнут проблемы, какому соседу вы будете помогать? Вашему врагу или вашему другу? 20 лет Мустафа Джемилев решал, в кавычках, крымско-татарские вопросы как враг. Мы стояли на площадях. Мустафа Джемилев поливал Украину со всех там международных мероприятий. Сегодня у нас есть шанс начать решать вопросы не в противостоянии, не в скандале, не в войне, а в нормальном, цивилизованном диалоге. И я, может быть, я младше вас, но поверьте мне, пожалуйста, что улыбка, дружба и сотрудничество делают гораздо больше, чем ультиматумы, войны и скандалы. Если сегодня у нас есть люди, Аллаха шукур, что они есть, которые на своем собственном примере показали, что диалог и сотрудничество способны всего за 1 год решить проблему, которую Меджлис войной, скандалами и конфликтами не решал 20 лет. Если Васпи Инанович позволит, я бы попросил все-таки, не дожидаясь конца собрания, либо от Седомета, либо Делавера, объяснить, как могут решаться вопросы в сотрудничестве, а не в противостоянии. Когда нам говорят, что мы боролись, извините меня, мы не боролись. Мы давали поддержку Мустафе. Мы были его пушечным мясом. Мы стояли на площадях, а он там, за нашей спиной, говорил: хотите, чтобы они ушли? Дайте мне место в парламенте. Ему давали место, и мы уходили с полей. Мы не боролись за свои права. Мы боролись за авторитет Мустафы. И мы его сделали Мустафой, а не Украина. Сейчас мы имеем шанс взять в свои руки переговоры с Украиной и идти на конфликт, кричать ультиматумы опять. Это означает снова давать флаг в руки Мустафе. Потому что он завтра же, 19 числа, зайдет в Верховную Раду и скажет: видите, это дикари. Я решаю вопросы. Вот что добьемся мы вот этими скандалами.